Добрый вечер. В эфире «7 дней». Сегодня у нас специальный выпуск. Мы говорим только о ситуации вокруг COVID-19. Это решение нашего телеканала. Сегодня, 22 августа, в день, когда лето уже практически на исходе. А ситуация не выправляется, общество не слышит, не слушает. Мы говорим только об этом. Все устали, мы понимаем. Миллионы статей, что-то около 2 миллионов, постов в соцсетях на эту тему вышли только за последние 2 месяца и только в русскоязычном сегменте интернета. И это, возможно, корень проблемы. Увы, чем больше информации, тем больше желания прикрыть уши и уйти в собственную реальность. Обилие информации парадоксальным образом приводит к тому, что мы знаем и понимаем все меньше. Человеку без профильного образования, без опыта работы в сфере информации, без научного мировоззрения, наконец, но никогда не сделать рациональный выбор. Большинство идет туда, куда указывают зловещие стрелочки, в сторону отрицания, теории заговора и лженаучных представлений. Но мы говорили это много раз. У вас может быть собственное мнение, но у вас не может быть собственных фактов. И я вас уверяю, все, что вы услышите сегодня, абсолютно неоспоримые железобетонные факты. Факты, не статистика. Сегодня мы убедимся в этом. Мы попробуем показать вам то, чего вы, может быть, не знали, а может быть, и не желали знать. Время сейчас такое. Все меньше умных и все больше умников. Даже люди, далекие от экономики или социологии, жонглируют терминами, которые будто бы все объясняют или выдают некую осведомленность. Один из них – это черный лебедь. Это метафора. Некое событие, имеющее огромные последствия. Событие, которое никто не предвидел, хотя рациональное объяснение этому есть. Человечество до конца 17 века тоже считало, что черных лебедей нет на свете, что все лебеди белые, пока их не обнаружили в Австралии, которые, как считалось, тоже не существуют. Теракты 11 сентября, экономические кризисы, войны, распад государств – все это черные лебеди. Ничего сверхъестественного, кажется, но кто мог предвидеть? Вот и коронавирус теперь тоже ставят в этот ряд. Ну правильно, нас ведь никто не предупреждал, что в конце 2019 года из Китая придет большая эпидемия. Хотя теоретически предвидеть после эпидемии 2003 года можно было. Так вот, теперь у нас все этим объясняется. Все черный лебедь, что ни случись. В вашей личной жизни этих черных лебедей можно отыскать с десяток еженедельно. Умер родственник – черный лебедь. Попали в больницу – черный лебедь. Вроде как судьба ведет, а мы ни при чем тут. Не совсем так зачастую. Есть другой образ, другое животное, которое, возможно, даже лучше объясняет то, что происходит. Это обычный серый носорог. Серый носорог – это очевидное событие, вероятность которого очень велика, но ее все игнорируют. Изменение климата. Ну кто вот об этом думает? Да никто. Когда случится нечто страшное, это будет неожиданно? Нет. Но мы так будем считать. Коронавирус тоже не черный лебедь, это серый носорог. Во-первых, как мы уже сказали, предвидеть было можно, было уже подобное. Во-вторых, этот серый носорог как нельзя лучше символизирует то, что происходит вот уже 1,5 года в России особенно. Смотрите, у нас эпидемия, говорят врачи. Где? Отвечают люди. Мы не видим в упор. Вирус доберется до каждого, говорят врачи. Пристегните ремни, наденьте парашюты, сходите на прививку. Нет никаких носорогов, отвечают люди. А если они есть, то вероятность встречи с ним нулевая. А я обращаю ваше внимание на то, что носорог этот не зеленый, не оранжевый, он не в клетку и не в полоску. Это самый обычный носорог. Вот его-то вы и встретите обязательно. Ну хорошо, вам не нравится носорог. Ну, замените его на черного кота в таком случае. Станет, наверное, яснее, что уж от черной кошки вам в жизни точно не скрыться. Если черная кошка перейдет вам дорогу, бояться, конечно, нечего. Это все суеверие. Ваша встреча с серым носорогом будет более запоминающейся. С большой вероятностью это будет катастрофа. Катастрофа, которую можно было предотвратить. Вы по-прежнему считаете, что его никто не видел, что их не стало больше? Вы удивитесь.
Время остановилось. Тишина. Кладбище Самосырово. Здесь, как на любом кладбище, не принято говорить. Но нас согласились сопроводить. До свежих могил еще метров 500. На самом краю, на грани между давно умершими и живыми. Ковидных очень много, и смертность на 30% где-то выросла за ковидный год. То есть у нас до этого где-то 800-900 в год было, в том году 1300 погребений за год. Вот здесь под самым солнцепеком вырос целый подземный город. Чем свежее захоронение, тем больше молодых. Раньше для этого требовались десятилетия. Безусловно, мы не знаем, от чего умерли все эти люди. Никто не знает, кроме родственников. Но есть официальная статистика. По данным Росстата, только за июнь этого года в Татарстане 388 человек умерли от ковида и, возможно, от ковида. Это в 32 раза больше, чем за тот же период прошлого года. В данные Росстата также не попали люди, которым так и не был поставлен официальный диагноз. Тех, кто остался дома, тех, кто покинул этот дом намного после. По реанимации где-то приблизительно около 50% поступающих в отделение реанимации погибают в итоге. Еще надо иметь в виду, что многие пациенты погибают даже после выписки из госпиталя. То есть последствия у коронавируса очень выражены, и то есть даже успешное излечение в условиях инфекционного госпиталя, выписка домой – это еще не гарантия того, что пациент в ближайшие полгода-год останется жить. Многие погибают дома, либо повторно поступают в больницы, уже не в инфекционные, с осложнениями, и там тоже очень много летальных исходов. Здесь нет оград, их сейчас запретили, и пока нет памятников. Вообще это очень сильно напоминает такую большую, общую братскую могилу. Это свежие могилы 20-21 года. Здесь очень много молодых людей 60-х, 70-х, 80-х годов рождения. То есть это от 30 до 50 лет. Это уже мусульманское кладбище. Среди надгробий сконцентрировались тысячи судеб, забытых имен и незабытых лиц. Мы не знаем, как они выглядели, о чем думали, мечтали, были ли любимы или любили сами. Вот кем-то забытая заросшая могила. А это, вероятно, молодой отец, не забытый своим маленьким сыном. Пока мертвые покоятся с миром, у живых много работы. Ритуальщики толком и не знают, связано ли это с вирусом или нет. Говорят, самый пик пришелся на начало и середину лета. Ковид вкупе с жарой и хроническими заболеваниями, и вот родственники уже прощаются лишь с крышкой гроба. Выдают из другого бокса тела умерших, соответственно, провожать людям не дают. Вот. И, соответственно, все остальные процессы, то есть это вот по обрядам, мулла также может почитать, например, после уже захоронения. И заочно также могут отпеть, то есть умершего. Выдается в закрытом гробу, то есть тело умершего. То есть родственники не смотрят, не дают им смотреть, то есть как бы не разрешают им открыть гроб. В процентном соотношении, может, если по старым, по тем годам смотреть, где-то 15-20%, наверное. То есть увеличилось, да. Юдинское кладбище. Мы пробыли там час. За это время землекопы подготовили несколько могил, состоялись одни похороны. Кладбище старое, но почему-то на каждом углу свежие захоронения. И совсем юные ребята, и целые семьи. Но в 2020 году это был июнь и октябрь.
там было значительно больше похорон. Ну, в среднем где-то если на 3-4 похороны в день. Но в последние годы больше стало захоронений и кладбища. Все со скоростью заполняется. Мест все меньше и меньше. Но, к сожалению, кладбище не резиновое. И, слава богу, открыли курган. Я думаю, что это на ближайшие даже годы. Кладбище Курган. Глоток живого воздуха в этой громкой тишине. Оно открылось почти год назад. Существует множество фобий, связанных с кладбищами, но страшнее другое – смотреть на то, сколько здесь еще свободных мест, предназначенных для кого-то из нас. Открылись мы в августе месяце. По сегодняшний день 970 примерно захоронений. В неделю всегда по-разному хороним. Бывает, что и один, бывает, что и по 15, по 10. Около 1000 человек. Казалось бы, не так много, если не знать, что должно быть их в 2 раза меньше. По крайней мере, так было до пандемии. Пандемии, которая создала новую реальность. Мертвые за себя не замолвят словечко, но вы-то можете, ведь пока одни спят вечным сном, другие провалились в другой сон, бессознательного, не подозревая о том, что место уже заготовлено. Говорят, людям правда не нужна, но невозможно заставить реальность соответствовать вашим внутренним убеждениям. Мы понимаем, разве кого-то, кто выстроил себе теорию на основе самого рейтингового контента из каких-то медийных и самых навязчивых источников, разве такого проймет то, что мы говорим? Но мы не к ним сегодня обращаемся. Есть огромное число людей, не знающих, кого слушать, не имеющих доступа к специалистам, имеющих то, что видят все, а видят все только работу псевдоэкспертов с их передергиванием фактов, корреляцией мочи на солнечные лучи и прочими антинаучными выводами, которые, заметьте, всегда мимикрируют под науку, по сути ее презирая. Наверное, фундаментом для этой болтовни чаще всего служит утверждение о том, что никакой эпидемии нет. Раньше говорили, что никакого коронавируса нет, но сегодня многие уже переболели, и их этим уже не возьмешь. Итак, нет никакой эпидемии. Вот просто какой-то вирус, который переоценили, он гуляет по планете и как-то временами понижает температуру тела миллионов людей до температуры окружающей среды. Навсегда ли он понижает? Ну, кто его знает? Наверное, надо подождать лет 10-15, там мы узнаем. А вдруг все эти люди оживут и скажут нам, что это было легко? Ну, вот, скажем, не страшнее гриппа. 23 субъекта страны отчитались по числу актов о смерти за июль. Экстраполируя это на страну, мы получаем избыточную смертность по стране плюс 64,5%. Это 94 тысячи человек. Это абсолютный рекорд за всю историю после Великой Отечественной войны. Нет же никакой эпидемии. Посмотрим июль 21 в сравнении с июлем 19, когда еще не было эпидемии. Вот регионы страны. А вот эти цифры, это избыточная смертность. То есть вот там наверху Новосибирская область, как видите, и там умерло в 2 раза больше людей, чем умирает обычно в этот период. В Бурятии, вот как мы видим, примерно то же самое. Ну и далее вниз по нисходящей. Вот этот желтый цвет означает рекорд. В этих регионах подобного не было тоже с войны. Нет у нас никакой эпидемии. По Татарстану пока цифр нет, но у нас нет никаких иллюзий, что мы не в этом списке. Есть исследование Дмитрия Кобака из немецкого университета Тюбингена. Оно утверждает, что у нас избыточная смертность с апреля прошлого года по апрель нынешнего, это еще до дельты, 14 500 человек. Это больше на треть, чем обычно за год. Так что мы тоже в том самом списке, где-то даже не в самом его конце.
Но мы же видим ежедневные цифры по заражениям, говорят люди. Там ничего такого нет. Плюс 50 случаев каждый день максимум, а смертность 1, 2, 3 человека в день. Я не знаю, для каких целей созданы все эти красивые числа. Это какой-то особый и очень въедливый подсчет диагнозов и смертей, которые у каждого региона свой. Это цифры, на которые можно вообще не смотреть. Они слишком послушные и слишком блестящие. В Нижегородской и Самарской областях, например, по 500 случаев в день регистрации. Там, наверное, какая-то другая регистрация. Потому что нельзя сказать, что у нас ситуация лучше. Нельзя. Вот еще небольшая иллюстрация. Извините, что много цифр, опять вот много информации, но просто что-то говорить вообще тоже не хочется, хочется документального подтверждения. Вот один из дней работы скорой помощи Казани на этой неделе. Это вторник, 17 августа. Поступило 1437 звонков. Это много. Жалобы. Вот мы показали прямо по количеству. Высокая температура 213, температура задыхается 33, задыхается пневмония 63, задыхается 39. Итого 358 с подозрением на ОРВИ и ковид. Доставлено в РКБ 54 человека, в РКИП 65, в 7-ю больницу 57, в детское отделение РКИП 11 и в ДРКБ 4. Итого 191 человек доставлен в больницы. Мы не говорим, что все эти люди госпитализированы и что у всех ковид. Но что это тогда? И вот это обычные сутки работы скорой. Примерно около 200 человек каждый день доставляют в госпитали. И, внимание, это цифры только по Казани. Кому-то из них диагноз ковид так и не поставят, но в госпиталях они лежать будут, и умирать они тоже будут, совсем не от гриппа. И в госпитали наши, казанские, везут больных не только из Казани, а со многих районов. И люди некоторые еще и сами приходят. То есть 200 в сутки в Казани – это далеко не все. И вот это все, что мы только что сказали, это не статистика, это факты. Каждая из этих цифр достается нам непросто. В России с этим вообще очень плохо. Вот еще то, что мы добыли ногами. За последний год через 2 госпиталя РКБ и 7-й горбольницы прошло около 2000 беременных женщин. Только беременных около 2000. И их все больше и больше. И риск все больше и больше. Мы еще раз сегодня повторяем наш материал из 2 акушерских госпиталей Казани. Ну нельзя не знать сегодня этого. Артралгия, миалгия, стероидная миопатия, мышечная слабость, мышечная атрофия, нейропатическая атропатия, боль в области живота, диарея, дислепсия, тошнота, психические расстройства, перепады настроения, изменение личности. Это наша красавица здесь. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте, красавица. Как дела? Здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас самочувствие, настроение как? Кто больше всех домой хочет? Как бы им ни хотелось, домой в этом году это не лучшее решение. И тут лазарет, и дома лазарет. Практически каждая из 43 находящихся в акушерском госпитале РКБ рожениц уже на поздних сроках подхватила заразу не где-то снаружи, а внутри семейного очага. Очага инфекции зачастую. Непривитый муж принес домой немалую дозу. Вот это наиболее частый ответ. Муж не болеет. Муж, мама болеет. Муж и мама болеет, да? Дома. Никто не привитый, да? Никто не привит. Вот и Богданова. Что такое? Что, животик? Животик, Что что ли? такое? Дышать тяжело? Животик? У этой девушки были преждевременные роды. Началась нехватка кислорода у ребенка, которого уже нужно было спасать. Роды в 32 недели. 800 килограмм. Для нас богатырь, говорят врачи, и они не шутят. Теперь это новая норма. Ее ребенок в этой новой норме, и он не инфицирован, что тоже нормально. Давайте сразу кое-что проясним.
Вероятность того, что ребенок в утробе будет инфицирован мамой, очень невелика, почти ничтожна. 230 родов приняли в РКБ у таких мам, и лишь у 3 новорожденных обнаружен ковид. Наверняка это случилось либо в процессе, либо уже после родов, когда младенец очень уязвим. Но состояние мамы во время беременности часто губительно отражается на малыше. Худшее – это тромбирование плаценты, гипоксия, нехватка кислорода плода, ну и прочие прелести болезни. Отсюда частые выкидыши, частые преждевременные роды, роды как спасение. Сегодня и то, и другое выросло в несколько раз. Мы чувствуем эту разницу. В прошлом году их было меньше. В этом году стало больше беременных. На самом деле половина из них очень тяжелые были. Они почти половину прошли через реанимацию. Но, слава богу, все хорошо. Если будет вакцина, которая будет адаптирована для беременных, я буду 2 руками голосовать «за». Потому что мы все видим, сколько этих беременных и как это печально может завершиться. Медленное заживление ран, истончение и снижение плотности кожи, подавление гипофизарно-надпочечниковой системы. Вакцина, по сути, есть уже сегодня для некоторых из них, но об этом чуть позже. Похоже, нам просто необходимо затвердить самые элементарные правила. Для этого ненадолго покинем РКБ и отправимся в 7-ю горбольницу. У нас целое крыло занимает вот этого 3-го этажа все беременные. Мы вынуждены были ординаторскую и процедурный кабинет также развернуть, потому что эти пациенты беременные идут со средней и тяжелой степенью риска. Еще 40 беременных, но будет больше. По 10 новых пациенток каждый день принимает госпиталь. Пульмонологи, инфекционисты и терапевты на круглосуточных сменах. Здесь 1-й триместр, сроки до 22 недель. Эти девушки теоретически имели возможность получить вакцину, но здесь нет привитых беременных. Их нет нигде. А вас заразило окружение ваше, да? Получается, муж первый Муж заразил вас. Вы сами привитые? Нет. Нет. Ну вот, а муж? Муж тоже нет. Нет. Я, так как мама 3 детей, постоянно нахожусь дома, меня, естественно, муж заразил. Пришел домой и заразил. А он, конечно, не привитый был, да? Нет. И думал, что он не заболеет, но вот видите, его подвела вот эта его уверенность в себе. А мужья у кого-то есть привитые? Нет. Ни у кого. Что будет у всех. Теперь будет, да? Вакцинация, конечно, не способна защитить от заражения семейную пару на 100%, но это тот минимум, на который всякий раз надеются врачи госпиталей и всякий раз обманываются в своих надеждах. Никуда не денешься от закономерностей. В больницах мы видим лишь совсем беззащитных будущих мам. Поэтому давайте затвердим эти 2 несложных правила на этот сложный период. Первое. Вакцинироваться женщине можно за 2-3 месяца до предполагаемой беременности. Второе. Если по какой-то причине это не удалось или невозможно сделать, необходимо привить все окружение будущей мамы. Самых близких. Призываем еще раз родственников прививаться, особенно у тех, кто есть, где есть беременная женщина на любых сроках, чтобы родственники, чтобы ребенок не был выписан в очаг, и женщина. Это минимизирует риски. Сейчас я, наверное, обращаюсь не к беременным, а к их окружению. Для того, чтобы беременная была в безопасной обстановке, жила и мама кормящая, нужно, чтобы все в семье, все, кто предполагает с ней общаться, привились и были безопасны. Вот это первое, что надо сделать всем. Остеопороз, остеонекроз, артралгия, миалгия, стероидная миопатия, мышечная эмоциональная лобильность, нестабильность, беспокойство, спутанность сознания, бессонница. А этот список меж тем все никак не кончается. Тот самый список, который сегодня не изучает никто, а надо бы знать каждому. Но каждый сегодня специалист по вакцинам, и то лишь по темной обратной стороне этой луны.
Я как бы в прививку, если честно, я думала, ну как бы за свой организм. Не то, что не верила, но думала, что мой организм справится. Сейчас я уверена и даже своим знакомым и родственникам говорю, что нужно все-таки по возможности прививаться. Эта многодетная мама, конечно, получит вакцину не так скоро, но что, если бы она нужна была уже сегодня? Возможно ли это? Возможно ли вообще прививаться беременным? Это самый частый вопрос. Попробуем пролить хоть какой-то свет. Есть небольшие новости. Открываем инструкцию к спутнику, это новая редакция от 25 июня, и читаем. Применять препарат при беременности следует только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Это новость. Ранее было написано «препарат противопоказан при беременности». В каких случаях польза превышает риск? Открываем новые рекомендации Минздрава России по беременным от 5 июля. Целесообразно проведение вакцинации препаратом ГАМ-ковид-ВАК в группе риска тяжелого течения COVID-19 с 22 недель беременности. И вот группы риска. Беременные с ожирением, хроническими заболеваниями легких, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, хронической болезнью почек, заболеваниями печени. Итак, вакцинироваться только спутником. Беременным из группы риска можно. Можно с 22 недель. Вакцинация при грудном вскармливании по-прежнему противопоказана. Конечно, это пока лишь теория, основанная на небольших клинических исследованиях. Большие еще впереди. Но и это огромный шаг вперед. Но мы надеемся, что это все-таки для беременных прививка будет, и наш госпиталь закроют. За 1,5 года с начала эпидемии только через 2 госпиталя в Казани прошло более 1700 беременных женщин. Увы, конца края этой очереди не видно. Сегодня весь мир в этом интересном положении. И весь мир ждет новостей. Повышение внутричерепного давления, псевдоопухоль головного мозга, судороги, амнезия, когнитивное расстройство, головокружение, головная боль. Я попытался прочитать хоть немножко из вот этого огромного списка побочных действий препарата Митипред. Это антикоагулянт, которым лечат здесь девушек, ну и вообще всех остальных пациентов. Вот этот список. Вот представьте себе, я прочитал вот, наверное, вот столечко, один маленький абзац за весь этот сюжет сегодняшний. И вот он перед вами выбор. Что вам делать? Делать ли вам вакцину, которой якобы огромное количество побочных эффектов, на самом деле вот столько, если вы посмотрите на инструкцию, или лечиться вот этими препаратами, которые совершенно вам неизвестны, у которых огромное количество этих побочных действий. Что вам делать? Выбирать риск, который у вас там, небольшой риск, или риск, который у вас здесь, намного больше, намного более серьезный риск для вашего здоровья. Михаил Любимов и Андрей Ключников. 7 дней. Повторим еще раз. Если в семье есть женщина, ждущая ребенка, минимум, на который вы способны, я уверен, привиться, привить все окружение этой женщины, бабушек, дедушек, всех, с кем есть у нее контакт. Я говорил в госпиталях с десятками женщин. Ни у одной нет привитых родственников. Даже мужья не считают нужным это делать. Врачи поражаются просто поведению родственников, друзей. Уже вот на выписке из роддома даже. Люди приходят без масок, целуются, обнимаются с роженицей без масок, сюсюкаются с младенцем без масок. Мне всегда неловко говорить эти вроде прописные истины, обращаться ко взрослым людям так, будто они дети малые, но приходится напоминать. Ковид – это инфекция. Она передается воздушно-капельным путем, просто через разговоры с человеком, стоящим неподалеку, и контактным путем, через поверхности. Еще раз покажем эту картинку. Вы надели маску, носитель не надел. Вероятность передачи вируса 70%. Вы не надели, носитель надел. Вероятность уже 5%. Оба надели. Вероятность 1,5% всего лишь. Вы не знаете никогда, на какой вы здесь стороне, на каком месте. Носитель вы или здоровый человек.
Поэтому элементарные правила, правила приличия просто. Маска в помещении, в людных местах, маска при контактах с людьми. Сегодня мы имеем дело со штаммом, который еще более заразен. Факты. Снова только факты. Дельта в 2 раза заразнее исходного уханьского коронавируса. Дельта на 60% заразнее альфа-штамма, британского штамма. Дельта такая же заразная сейчас, как ветрянка. Она поражает вас на расстоянии в несколько метров. Люди моложе 50 лет в 2,5 раза чаще заражаются. Симптомы дельты отличаются от тех, к которым мы привыкли. Внимание! Запомните, затвердите эти симптомы. Во-первых, все чаще не пропадает обоняние. Это был некий маркер, по которому мы сходу отличали коронавирус от других инфекций. Теперь в большинстве случаев мы его лишены. Вот еще 4 симптома, которые также вводят нас в заблуждение. Самые распространенные симптомы. Это насморк, температура, боль в горле и головная боль. Это очень похоже на обычную простуду, поэтому люди продолжают ходить на работу. Никак не ограничивают контакты. Ну, подумаешь, насморк, температура. Если к этому добавилась еще и диарея, тошнота или рвота, бейте тревогу. Да, коронавирус не холера, и иногда даже жаль, что симптомы не видны окружающим. Напомнить вам, что такое холера? Это когда человек, вышедший из дома, как ему кажется, в добром здравии, вдруг через какие-то считанные минуты прилюдно на улице опорожняет, свой кишечник, потому что не в состоянии это контролировать. И вот так большинство зараженных. Если бы коронавирус вел себя так же молниеносно и настолько же наглядно, я думаю, общество наше достаточно быстро перешло бы от стадии отрицания к стадии принятия неизбежного. Эскапизм, сознательный уход от реальности, уход в воображаемый мирок, где все подчинено вашим личным законам. Вот болезнь общества, которую мы наблюдаем последние 1,5 года. Каждый раз, из недели в неделю, нам приходится доказывать, что угроза существует, что в госпиталях лежат реальные люди. Нам приходится повторять и вот эти кадры, случайно снятые даже не в реанимации, а где-то в палатах. Этого человека его не спасут. Он не расскажет вам свою историю. И в отличие от этих историй успеха, переболел легко, ковид не страшнее гриппа, вот эта история, та самая история, которую и надо было бы нам послушать. Увы, все это время в тех же реанимациях безуспешно откачивали, как мне кажется, и любое знание, и любую компетентность, и есть такое ощущение, что его не спасли. Сегодня каждый эксперт. Но мы так не считаем. Мы продолжаем давать слово лишь тем, кто знает, о чем он говорит. И тем, кто, высказывая мнение, рискует хоть чем-то, как минимум своей репутацией. Реанимация. Здесь у пациента уже не спрашивают, что болит, что нравится, что не нравится, что он хочет или не хочет. Здесь вообще редко спрашивают, потому что отвечают еще реже. Здесь у всех одно желание – жить. И для кого-то это желание ушло в глубины сознания, в которые пациент может и не вернуться. Ситуация тяжелая. Больные, у которых заболевание протекает в тяжелой форме, с трудом поддаются терапии. То есть спасти удается далеко не всех. В отличие от прошлого года к нам поступают уже и более молодые пациенты. У них тоже протекает тяжело. Ну, погибают пациенты и в молодом возрасте, 30 и 40 лет. Ковидный госпиталь заполнен на больше, чем на 100%, поскольку у нас развернутый 100 коек. На данный момент находится на лечении 112 больных. В сравнении с прошлым годом отмечается более тяжелое течение заболевания, в том числе у молодых групп населения. Поэтому больше процент людей поступают с дыхательной недостаточностью уже на ранних сроках заболевания.
Временный инфекционный госпиталь при 16-й Казанской городской больнице впервые был открыт 24 мая 2020 года. Работал до весны 2021. В апреле работу госпиталя свернули, больница вернулась к плановой работе. Была небольшая надежда, что работа эта продолжится в привычном доковидном штатном режиме. Но 18 июня этого года здесь снова развернут временный госпиталь для больных коронавирусной инфекцией. И это не единственная такая больница с возвращенным временным госпиталем. Третья волна идет коронавирусной инфекции, и мы отмечаем значительное увеличение доли людей среднего возраста, молодых людей, которые болеют коронавирусной инфекцией, и в том числе болеющих в тяжелой форме. К сожалению, есть и летальные случаи среди людей молодого возраста. Те мутации, которые у вируса выявлены сейчас, они 100% облегчают распространение вируса в популяции. То есть направлены в первую очередь на это. Это, в принципе, типичная такая черта вирусов, которые перешли на новых хозяев. Их естественный отбор давит в том направлении, что появлялись новые формы, которые более эффективно передаются от одного носителя к другому, в данном случае от человека к человеку. Если у первого, уханьского варианта, коэффициент репродукции, то есть то количество людей, которые в среднем заражал один больной человек, было где-то 2-3, то вот у свежих штаммов, у дельта вот этого индийского штамма, то уже 4-5. Архитектору Айдару Давлетбаеву 50 лет. Около месяца назад оказался в больнице с тем самым вирусом. Пробыл там около недели. Говорит, что легко отделался, потому что в феврале сделал прививку, но вот не успел через полгода пройти ревакцинацию. А я уже попал в струю дельты. Дельта, она хорошо заходит в человека. Я так понял, что она ложится и поверх и альфа, и бета, и гаммы. В палате, пока я лежал, сменилось 8 человек, никто из них вакцину себе не прививал. На меня смотрели как на инопланетянина, потому что реакция моего организма и их организма, это две радикальных реакции. То есть я выглядел на их фоне здоровым. И выписались кто-то с последствиями. То есть у кого-то всплыла хроника, и она начала дальше развиваться. Вот. Возраст в палате был от 17 лет до 71. Азату 32 года. На момент съемок 19 августа он был пациентом временного инфекционного госпиталя при 16-й городской больнице Казани. Собирался привиться в отпуске, чтобы на случай непредвиденной реакции было время отлежаться. В рабочее время не мог себе это позволить, постоянно за рулем, но вместо отпуска оказался на больничном. Отнеситесь с пониманием, с серьезностью, это все-таки ваше здоровье и здоровье близких людей, окружающих, правильно ведь? Ведь человек может, допустим, болеть бессимптомно, но тем не менее заражать людей других. Вот, и нести биологическую опасность для населения. То есть народ болеет, это не выдумка какая-то, это реально очень серьезная болезнь. Это не простуда какая-нибудь, которая может вылечиться самостоятельно, да? У нас же, как в России, и так пройдет. Так не проходит, к сожалению. Азат не видел того, что творится этажом выше, в отделении реанимации. Пустая кровать в этой палате совершенно не настраивает на позитив. Не так давно она еще была занята. У нас исходно 12 коек развернуто. Но 12 коек это у нас стабильно заполнены, вообще без исключений. Но чаще всего у нас больше до 20 человек доходит. Крайне тяжелые в понедельник, во вторник были пациенты. Их с нами уже нет. Виктору Емельянову 66. С высокой температурой несколько дней ходил на работу. Затем решил пройти обследование, которое показало 30% поражение легких. А у меня как раз день рождения было. Я там шампанское чуть выпил, и у меня провоцировался. Я 3 года вообще никаким респираторным заболеванием не болею. Когда сюда попали, наверное, же все-таки наблюдаете, да, какие впечатления? Что... тут парень молодой здесь ходил. Он вообще попал, ему лет 35, у него 60 с чем-то поражение было. Он 3 недели здесь лежал. Тоже ничего не думал, что-то бегал. Его вообще он здесь долго отходил.
У 38-летней Илины болеет и мама, и брат. Мама в республиканской инфекционной больнице в Казани с 40% поражением легких. У брата в Набережных Челнах 70%. Сама была госпитализирована 8 августа. Сначала в республиканскую инфекционку, затем перевели сюда, в 16-ю больницу. Когда я была в гостях вот у матери и у брата в Челнах, как раз принесли повестку, что скончался наш сосед. И мы уж тогда начали бояться, что, скорее всего, у нас тоже, наверное, что-то будет. Я не думала, что масштаб катастрофы настолько грандиозный, честно. Что прямо партиями и прямо семьями. Я считала, что то ли у меня иммунитет такой хороший, то ли действительно, может, какой-то заговор мировой, что там это может быть на самом деле неправда. Либо же это, это никак меня не касается, вроде как бы, может, кого-то касается, но меня нет. Сейчас я поняла, что все это вообще, это ужасно. На момент съемок в реанимационных палатах в основном находились пожилые пациенты, которых, возможно, заразили их же дети и внуки. По статистике, около половины из тех, кто находится в такой реанимации, уже никогда не увидят своих близких. Для нас самое сложное – это когда пациент очень тяжелый и молодой. Вакцинированных у нас в реанимации не было. Вы сами-то в отпуске были, нет? С прошлого года. Как с этим справляетесь? Терпим. Нам тяжело, больным тяжело, всем тяжело. Тяжело в эмоциональном плане, конечно, больше. Поскольку больных тяжелых много, нагрузка на врача большая, разумеется. Не в каждом случае получается при своевременном полном объеме оказания помощи, не всегда исход благоприятный. Наша программа часто показывает репортажи из красных зон. Михаил Любимов побывал там уже 35 раз. И вот наши операторы передают нам всю эту картинку. Но то, что мы видим по телевизору и даже на экране, рабочие моменты, которые, может быть, мы не показываем в эфир, не передают той атмосферы, которую можно было увидеть конкретно здесь, вот, например, в отделении реанимации. И тем, кто не верит в это, и тем самым блогерам, которые специализируются якобы на медицине, я бы порекомендовал один раз сюда сходить, и этого было бы достаточно. Я не думала, что масштаб катастрофы настолько грандиозный, честно. Это не выдумка какая-то, это реально очень серьезная болезнь. Зуфар Давлетшин, Роман Безменов. 7 дней. Мы продолжим программу через пару минут. Завод в Набережных Челнах посетили Рустам Минниханов и заместитель министра по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Андрей Гурович. Они провели совещание с топ-менеджерами, обсудили сотрудничество, оценили научно-технический центр завода и грузовики-беспилотники. Затем Рустам Минниханов и Андрей Гурович встретились с командой КамАЗ-Мастер и проехались на гоночных машинах. В понедельник прошло заседание оргкомитета по подготовке к форуму «Россия. Спортивная держава». Совещание прошло в онлайн-формате при участии президента. Его провел заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Напомним, мероприятие пройдет в Казани с 8 по 10 сентября на площадке «Казань-Экспо». Ожидается до 2500 гостей и участников. 200 бойцов из 14 стран мира съехались 16 августа в Казань. Столица республики принимает чемпионат Европы по ММА. Это первый постпандемийный турнир, объединивший сильнейших представителей смешанных единоборств. Соревнования проходят в баскет-холле и продлятся 4 дня. Всех гостей чемпионата поприветствовал спикер Госсовета Фарид Мухаммедшин. В Кукмарском районе Рустам Минниханов открыл новый спортивный комплекс «Барс-Арена». Здесь одновременно могут заниматься до 75 человек. Есть залы для тренировок и соревнований по баскетболу, волейболу, мини-футболу, для занятий борьбой и боксом, а также тренажерный зал. Президент поздравил жителей Кукмара с открытием нового спортобъекта и отметил, что в республике ведется большая работа по популяризации физкультуры и спорта. В этот же день в Балтасинском районе президенту презентовали новый экопарк и детский сад. Балтаси в республиканском рейтинге социально-экономического развития занимает 22 место. Президент провел встречу с местными сельхозпроизводителями и главами поселений. Фарид Мухаммедшин встретился с активными жителями Буинска. Район – один из лидеров по количеству учеников, успешно сдавших ЕГЭ. Здесь их 54. На этот раз Буинск стал одним из первых городов, где помогли собраться в школу первоклашкам.
Фарид Мухаммедшин также посетил спортивный комплекс «Импульс». Здесь он встретился с лучшими выпускниками района. Рустам Минниханов побывал в среду с рабочим визитом в Казахстане в составе российской делегации. Возглавляет ее Михаил Мишустин. В Нур-Султане прошли межправительственные переговоры на уровне глав правительств. Основная тема визита – расширение экономического сотрудничества. Российско-казахстанский товарооборот уже превысил допандемийные показатели. Из регионов России Татарстан – один из крупнейших партнеров Казахстана. Рустам Минниханов показал всей республике лучших выпускников школ. Он выложил в Инстаграм ролик с портретами 200-бальников и подписал «Гордимся». 11 выпускников из Казани и районов республики на максимальные 100 баллов смогли сдать сразу 2 предмета. Это русский язык, информатика, история, химия, обществознание и биология. Рустам Минниханов в составе российской делегации во главе с Михаилом Мишустиным встретился с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым. Речь шла о развитии сотрудничества. У предприятий Татарстана есть большой интерес к расширению торгово-экономических и инвестиционных связей в рамках Евразийского экономического союза. Сразу после возвращения в Татарстан Рустам Минниханов отправился в Лаишевский район. Здесь он осмотрел новый завод международного концерта «Дорхен» в селе Столбище. Компания будет производить металлоконструкции и быстро возводимые блочно-модульные здания. Новое производство обеспечит рабочими местами около 300 местных жителей. В селе Ишбобья Агрызского района восстановили дом-музей знаменитого купца Мухаммедяна Ахмедянова. Он внес огромный вклад в развитие самого села и поддержал создание медресе, которая прославилась новыми методами обучения. Работы по восстановлению усадьбы начались в 2016 году. Премьер Алексей Песошин осмотрел музей и оставил памятную запись в книге почетных гостей. Крайне неблагоприятной и напряженной ситуацию с лесными пожарами назвал Алексей Песошин на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. В ряде районов возникла чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. Это Муслюмово, Сарманово, Азнакаево, Кайбицы, Бугульма, Ютазы, Альметьевск, Заинск и Лениногорск. Всему виной жара. Уже зафиксировано 11 лесных пожаров. Выгорело 106 гектаров площади. В 280 школах республики будет усилена охрана. На это республика выделила почти 500 миллиарда рублей. Об этом Рустам Минниханов объявил на августовской конференции педагогов. Она прошла в Актанышском районе. Путь к знаниям и согласию в Актаныше начинают вместе с Рустамом Миннихановым и Минтимером Шаймиевым. Там открывается уже 4-я в республике полилингвальная школа «Адымнар». Первая из таких на селе. И она ничем не уступает по условиям городским комплексам. Яхшы сифат белән 5 ай эчендә менә шундый бинаны башкарып чыгу үзе бик зур батырлык. Без Актанышка зур өметләр багышлыйбыз. Әлбәттә, монда гимназия бик матур эшләп килә. Бу комплекста, Адымнар комплексында республика өчен үрнәк булыр дип ышанып калабыз. Гимназия-интернат Адымнар Актаныш – это целый комплекс. Он объединен уже с действующей гимназией для одаренных детей, где учились до 5 класса, с открытием нового здания до 11. Киләчәктә дә шулай дәвам итегез. Барыгызга да исәнлек, саулык. Инде бу дәрәҗәгә җиткәч, тагын да алга барырга җиңел булмый ул. Но шул ук вакытта башлап җибәргәннән дә авыр була алмый ул. Инде мин тәгә төбәтә кимәдем, чөнки Адымнар мәктәбенең безнең шушы фуражкасы кепкасы дип әйтеп менде аны бер җиргә итеп тотып куярсызлар, карарсыз. Я имею в виду символом. Строительство полилингвальных комплексов Адымнар – инициатива Минтимера Шаймиева, поддержанная Рустамом Миннихановым. В новой школе теперь смогут учиться 360 детей. Обучение на русском, татарском и английском. Есть возможность учить арабский язык. В рамках визита в Актаныш Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев посетили технологический техникум. По программам среднего профессионального образования здесь обучается 380 человек. С ребятами занимаются 70 педагогов. Обучение ведется по таким направлениям, как тракторист-машинист, механизация сельского хозяйства, экономика и бухгалтерский учет. С выпускниками, набравшими 200 баллов на ЕГЭ, пообщались Рустам Минниханов и государственный советник республики Минтимер Шаймиев. Таких ребят в республике 11. Всего 100-бальниками стали больше 250 выпускников. Поэтому в этом году по итогам ЕГЭ Татарстан стал одним из регионов-лидеров. Любой российский вуз, любой, в том числе и за пределами Татарстана, будет рад вас получить как студентов. Я уверен, но и мы хотим сохранить наши контакты с вами, где бы вы ни учились. Благодаря вашему старанию вы оказались единомышленниками, и вот результат.
Удачи вам по жизни. Спасибо вам, что такие. Вы обрадовали учителей, обрадовали родителей и сами имеете право на гордость. Выше поднятой головой дальше идти по жизни. 19 августа прошло совещание по градостроительной деятельности. Встреча прошла в Муслюмово. Район – пример того, как можно и в глубинке воплотить современные решения, которые будут позитивно встречены жителями. И все это благодаря президентской программе «Наш двор». Результат работы оценил Азгат Сафаров. Руководитель аппарата президента пообщался с местными жителями и рассказал, что был здесь несколько лет назад. Рустам Минниханов рекомендовал беременным минимизировать контакты во избежание заражения COVID-19. Меры по борьбе с распространением коронавируса и вопросы профилактики инфекции обсудили 21 августа на республиканском совещании в Доме правительства. Отмечается рост заболеваемости у беременных. Будущим мамам следует ограничить все контакты, чтобы минимизировать риск заражения. Кроме вот этих посещения врача, остальные вещи надо минимизировать. И близкие люди тоже должны быть рядом с этой женщиной, вакцинированные и как-то беречь. Но это же, на самом деле, мы же видим, это же ненормально. Мы же не знаем еще, какие последствия там. Там же ребенок еще есть будущий. Сегодня форма прохождения болезни намного сложнее, чем было. Очень долго восстанавливаются после болезни, и многие до конца не могут восстановиться. Целая система реабилитации пока еще не совсем эффективна. Президент добавил, что сегодня коронавирус протекает в более тяжелой форме. Многие пациенты не могут полностью восстановиться. В республике с диагнозом COVID-19 госпитализировано 69 беременных. За их здоровье и жизнь будущих детей борются врачи. Проникновенное видео, посвященное Дню государственного флага России, выложил в своем инстаграм президент Татарстана Рустам Минниханов. 30 лет назад российский триколор получил статус национального флага. С 1994 года этот день в нашей стране отмечается официально 22 августа. Верить, любить, гордиться – такими словами заканчивает ролик президент Татарстана. К поздравлению Рустама Минниханова присоединился и Фарид Мухаммедшин. Неотъемлемые атрибуты государства, флаг, герб и гимн – олицетворение национально-культурной идентичности, зримое воплощение духовно-нравственных ценностей, напоминание о том славном пути, который прошла отчизна в своем развитии, отметил председатель Госсовета Татарстана. Мы продолжаем программу и поговорим теперь немного о вакцинах. Но действительно немного. Сразу после этой программы у нас будет большое интервью с главным эпидемиологом Минздрава Дмитрием Лопушовым. Там мы обсудили эту тему обстоятельно. Посмотрите. Что с эффективностью вакцины от новых штаммов? Этот вопрос, может, и не самый популярный, потому что большинство задает себе какие-то средневековые вопросы, но это, по сути, один из важнейших вопросов. Ну вот, наконец, на этой неделе появилось едва ли не первое в стране исследование по спутнику. Его провели ученые из Европейского университета, медицинского института имени Березина, Первого меда в Санкт-Петербурге и Тарусской больницы. Вот выводы. Я цитирую. Вакцинация на 81% защищает пациента с симптомами COVID-19 от попадания в больницу во время третьей волны пандемии в Петербурге, вызванной штаммом Дельта. 81%. Это практически мировой рекорд для Дельты. Среди попавших в больницы лишь около 3,4% полностью вакцинированных пациентов. Чем человек старше, тем больше эффективность вакцинации, как интересно. Среди пациентов с поражением легких более 75% не было вообще тех, кто прошел полный курс вакцинации. Тяжелое поражение легких – это более 50%. У привитых фиксировалось в 5 раз реже. Снова цитата одного из соавторов исследования. Мы увидели, что даже если вакцина не защитила от инфицирования, она защитит от поражения легких любой тяжести и дыхательной недостаточности. Мы сможем использовать этот сильный аргумент в разговоре с теми, кто сомневается в пользе вакцинации. Конечно, так и тянет сказать: увы, не сможете. Увы, и это не аргумент. Для особо альтернативно одаренных аргументов вообще не найдешь. Один из таких на днях прислал мне еще один так называемый аргумент. Там была такая табличка, в которой было указано, сколько времени ушло у ученых на создание вакцины от различных инфекций. Обычно это 10-15 лет. На создание вакцины от коронавируса ушло несколько месяцев, как мы знаем. И вот это якобы аргумент в пользу того, что
что-то тут не так, но не бывает, дескать, таких сроков, и перед нами, видимо, некий яд, изготовленный заранее. Вот такие глупости приходится опровергать каждый день. Ну как можно сравнивать сегодняшние возможности науки с тем, что было 50-100 лет назад? Как можно не знать, что над вакцинами от коронавируса трудились лучшие умы, у которых просто не было 10-15 лет? Спутник сделали быстро именно потому, что платформа проверена. Коронавирусные векторы используются с 1992 года. Не было никакой особой сложности заменить гены С-белка. Мир вообще стал вызывающе антинаучен. Любое экспертное мнение теперь не дороже любого другого мнения. Это катастрофа, честно говоря. У нас сегодня в программе нет мнений антипрививочников. Мы не даем им слова. Хватит. Давайте хотя бы здесь, хотя бы на один этот час примем хоть какое-то противоядие от этих отравленных теорий о том, что вокруг заговор и вакцина лишь его часть. Диана Ильдаровна, здравствуйте. Добрый день. Ситуация с пандемией коронавируса в Татарстане остается напряженной на протяжении уже многих месяцев. С чем это связано, на ваш взгляд? Первый, на наш взгляд, сегодня момент – это вакцинация. Потому что если мы посмотрим на страны, где тоже есть третья волна, так же, как в Российской Федерации, но горб этой волны гораздо меньше, чем в нашей стране, то все эти страны имеют одну отличительную особенность – это высокий уровень вакцинации. Порядка 60-70% коллективного иммунитета. Второй момент, наверное, действительно люди устали, сейчас лето, сейчас жара, и жить в дистанционном режиме долго, наверное, человек не может. Это и близкие, и знакомые, и поездки. Мы видим, что сейчас люди очень много передвигаются в эти летние месяцы по стране и за рубеж. Конечно, это тоже вносит определенный отрицательный момент в скорость распространения и в распространении новой коронавирусной инфекции. Диана Ильдаровна, с чем связано то, что так стремительно помолодели жертвы коронавируса сегодня? Мы наблюдаем и много беременных, кстати. Вирус помолодел. Как правило, это люди, которые без проблем прошли первые две волны и уже абсолютно уверены в том, что они не восприимчивы к этой инфекции, потому что как же так, пандемия уже целый год, я не привился, 99% этих людей – это непривитые люди. Я прошел и первую волну, и вторую, у меня и бабушка дома болела, там, и общался я с родственниками больными, и все у меня было хорошо. А сейчас вот это хорошо закончилось, и мы наблюдаем поражение легких в виде средней, тяжелой и тяжелой степени. Это молодежь, не обязательно с избытком массы тела. И, как мы понимаем, в этом возрасте редко бывают какие-то хронические заболевания, такие как сахарный диабет или ишемическая болезнь сердца или ожирение. Но, тем не менее, эти люди подвержены тяжелому течению пневмонии. И опять-таки, возвращаясь к мысли, корень – это невакцинированные люди. Течет тяжело, течет агрессивно, течет очень быстро. Мы уже говорим о том, что болезнь спрессовалась, как бы она стала в 1,5 раза короче, чем это было предыдущие 1,5 года. Это действительно особенность июля-августа этого года. То количество беременных женщин, которые стали инфицироваться вирусом COVID-19, оно превзошло все наши самые неблагоприятные прогнозы и ожидания. И, наверное, ответ в том, что они молодые. Если предыдущие 2 волны молодежь захватывали реже, хотя мы с ноября месяца развернуты на ковид, и очень тяжелые пациенты были у нас, то сейчас мы видим, что беременные женщины инфицируются чаще, потому что те новые штаммы, ведь не только дельта, есть еще и другие штаммы, которые циркулируют сегодня в обществе, они явились более заразными именно для молодых. Вот с этим мы тоже связываем. И второй момент, о котором мы очень хотим сказать и постоянно говорим, если в семье есть беременная женщина, вся семья просто обязана быть привита. 99% женщин, с которыми мы говорим, как вы заболели, они все говорят, сначала муж, или приходила мама, или пришли родственники навестить, поздравить с радостным событием, с беременностью. К этой женщине приходят люди, заведомо инфицированные. Нужно еще ведь помнить о таком моменте, как постковидный синдром, или как вот иногда специалисты называют, постковидный хвост. На сегодня четко показано, что постковидный синдром, он бывает и при легком течении. И люди очень часто говорят о том, что, вы знаете, я ковид-то перенес на ногах, но если бы я знал, что со мной случится через 2-3 месяца, я бы, наверное, на ногах его так легко не переносил.
И пациенты с легким течением, и со средне-тяжелым, и тяжелым течением подвержены возникновению и сохранению этих жалоб. И здесь на сегодняшний день есть тоже четкое понимание, почему это возникает. Это высокая вирусная нагрузка. И краеугольный камень – это адекватная противовирусная терапия. Даже при легком течении, мы не говорим уже про средне-тяжелое и тяжелое, когда больные попадают в стационар. Поэтому вирус коварен, он оставляет след, хвост, синдром, ощущения. Можно эти синонимы подбирать еще в нескольких вариантах, но то, что этот факт есть и люди страдают, снижается работоспособность, снижается качество жизни, это однозначно и разработаны программы реабилитации. Более того, с 1 июля текущего года внедрена так называемая углубленная диспансеризация пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, в том числе и во всех амбулаторных учреждениях нашей республики. И мы вновь и вновь возвращаемся к теме, что нужно вакцинироваться. Конечно. Если мы бы с вами говорили полгода назад, год назад, когда у нас не было такого огромного арсенала в руках, совершенно бесплатного и без ограничений, то сейчас, наверное, это уже наводит на такие очень серьезные аргументы, что надо вакцинироваться. Другого варианта нет. Понимаете, мы знаем все современные лекарственные подходы, мы знаем все современные западноевропейские, американские подходы в плане лечения ковида. Они есть, они возникают, но их эффективность, она несопоставима с эффективностью вакцинации. Практика вашей работы подтверждает эффективность российских вакцин? Которые Да, однозначно, конечно. То есть это среди именно заболевших, перенесших тяжелую форму COVID-19, все-таки вакцинированных, очень мало, можно так сказать. Вакцинированных очень мало, и если они переболевают, как мы говорим, они переболевают на стадии ковид-ОРВИ, то есть 1-2 дня высокой температуры, першение в горле, затем все это исчезает, и, в общем-то, люди не страдают также вот этим тяжелым постковидным синдромом, потому что имеющаяся защита, имеющиеся антитела, и в том числе клеточный иммунитет, о котором мы меньше, но все-таки мы о нем говорим и знаем, он помогает организму бороться. Это факт, потому что уже очень много людей проходит через наш стационар, через амбулаторные приемы, и это действительно так. Конечно, себя ограничивать стоит разумно, конечно, всем хочется отдыхать, всем хочется общаться. Не забывайте про маски. Это очень хороший метод профилактики, и мы ведь тоже общаемся с инфицированными больными в момент, когда они максимально выделяют вирус, мы носим защиту, носим маску и сверху респиратор. И, в общем-то, это признанный метод профилактики распространения инфекции. Ну и, конечно, социальная защита, и все-таки стараться не собираться уж очень большими компаниями. И, в общем-то, разумно проводить время на природе, и погода к этому благоволит, меньше в помещениях, больше на природе. Ну и, в общем-то, настраиваться все равно на позитивный лад, потому что оптимисты болеют легче. То есть все просто: дистанция, маски и, конечно, вакцинация. Я бы сказала, вакцинация, маски и дистанция. Будем надеяться на лучшее. Спасибо вам большое, Диана Ильдаровна. Спасибо большое. Всех здоровья, не болейте, берегите себя и своих близких. В чем, собственно, беда? В чем сложность затеи с вакцинацией в таком антинаучном и озлобленном обществе, как наше? Нам приходится уговаривать здоровых людей. В госпиталях никого не нужно уговаривать принять лекарство. Человек пойдет на все, чтобы получить его. Но как убедить здорового, что никакой иммунитет и никакие витамины не спасают? У человека все хорошо, лучше не бывает. И это известное когнитивное искажение. Даже многие из тех, кто не считает вакцины ядом или геноцидом со стороны государства, предпочитают, как это принято говорить, не рисковать. То есть не делать прививку. Предпочтение нулевого риска. Известное когнитивное искажение, при котором вам кажется, что, избавившись напрочь от риска в одной области, вы разом избавитесь от всех рисков вообще. Можно и без прививки жить, не рискуя. Только в случае с инфекцией жизнь эту можно и не прожить. И если вы бежите от мнимого риска от вакцин, вы подвергаете и себя, и окружающих еще большему риску, нравится это вам или нет, но риски эти действительно несоизмеримы. Сложно даже представить себе, на что походил бы современный мир и все наши представления, если бы ковид был менее милосерден к детям. Попробуйте просто представить себе такой мир, в котором ковид подобрал ключик к детям.
В этом нет ничего невозможного. Это другой мир. В нем еще есть теории заговора, и, возможно, они даже более пышно цветут, но в нем нет почти антиваксеров, потому что вакцина – это единственный шанс на спасение не какого-то общества или каких-то там стариков и самых уязвимых, а ваших собственных детей. В каком-то отношении мы уже живем в таком мире. Просто количество случаев ковида у детей не достигло критической массы. Последствия у ковида у детей даже сейчас, не совсем катастрофические. Я говорю даже сейчас, потому что сейчас с приходом дельты дети болеют все чаще и чаще. В семьях, где болеют ковидом, заболевают как минимум 80% детей. Это в 6-8 раз больше, чем во вторую волну. И снова болезнь прячется за масками. Взрослые сами у себя не способны распознать ковид, а у ребенка он может начаться, например, с кишечного расстройства. Будьте как никогда внимательны к детям сейчас. Сильно болеет. Дети легче переносят. У нее таких симптомов выраженных не было, только температура. И вот после этого скорую мы вызвали и нас госпитализировали. Соответственно, вы тоже больны, да? У нас вся семья. Мама заболела, она тоже лежит в больнице. С этой девочкой все будет хорошо. У нее лишь 8% поражение легких, и, наверное, Диана, мама девочки, выстрадала за эти 2 недели в детском госпитале ДРКБ куда больше. Опасаясь за двоих, мама тоже больна, бабушка в госпитале. Случись ухудшение, с кем останется ребенок? Один? Вы привиты? Нет, мы не успели. Никто в семье, да? Нет, потому что я сижу в декрете. У нас нет строгого такого требования. И как-то немножко страшно было вот такую прививку ставить. Но я думаю, что больше нет, тоже не привит. И заражаются они, конечно же, от родителей, которые, конечно же, не привитые. Если мы не прививаемся, если мы тяжело болеем, наших детей кто будет смотреть, когда они заболеют, или кто останется? Вот семья была, папа был более-менее здоров, нелегко перенес, бабушка, мама, все. Вот такая ситуация была. У нас были ситуации, когда, допустим, мама одна с ребенком, никто приехать не может. Наши сотрудники в круглосуточном режиме были около этих детишек. То есть ухаживали, смотрели все сами. А мамы, соответственно, были в больницах. Вообще не слышала, мы все были уверены, что дети не болеют. А попав сюда, я увидела, что палата... И вы здесь не одна, конечно. Да, что в палатах есть дети. И есть маленькие дети, в первой больнице видела, 2-недельные даже дети. И реанимация тоже есть. Да. Да, и реанимация тут тоже есть, и она не пустует. Мы немногое можем показать, увы, в таких госпиталях, как этот. Детей без родителей мы не можем снимать без разрешения взрослых, а остальных обычно не получается тоже, родители против. Поэтому вам придется поверить нам на слово. Сейчас в этом госпитале 30 маленьких пациентов, не считая взрослых, конечно. Это вдвое больше, чем обычно. Дело в том, что детский госпиталь ДРКБ теперь единственный на весь город. Вот здесь вот у нас была красная зона. Вот тут был вход, да? Да, вот тут был вход в красную зону. Сейчас уже все убрали. Здесь у нас были шлюзы. Впервые за год и 4 месяца мы заходим в палаты городской детской больницы номер 1 в Казани не в привычных костюмах работников красных зон. Госпиталь закрылся, и сегодня здесь непривычно пусто и тихо. Почти 1,5 года больница работала на ковид. И так бы оно и было дальше, если бы в какой-то момент количество новорожденных пациентов, нуждающихся в помощи, не стало критическим. Здесь вот у нас отделение патологии новорожденных. Но в кои-то веке табличка соответствует тому, что будет. Да. Впервые за 1,5 года. Да. Новорожденных, в том числе и от мам, больных ковидом, их очень много сейчас. Больница вернулась к нормальной жизни, как кажется. Все пациенты переехали в ДРКБ, поэтому их там сейчас вдвое больше. Но в воздухе по-прежнему витает вопрос: и что же дальше?
Знаете, Ольга Васильевна, выглядит все так, будто все, ковид побежден, вы с ним совсем закончили. Но у вас какие-то глаза не очень веселые. Ну, потому что понимаем, что сейчас эти пациенты будут, наверное, и к нам обращаться. Жесткий отбор будет, потому что занести. У нас ведь новорожденные будут дети. Это патология, реанимация. Нам надо очень жесткий контроль здесь проводить, чтобы, не дай бог, не занести сюда эту коронавирусную инфекцию. Этот вирус, он такой непредсказуемый. Как он себя поведет? Да, дети вернутся в школы, будут работать коллективы, вернутся с отдыха все. Как он себя поведет, пока трудно планировать. Вы не можете сказать точно, не вернетесь ли вы? Нет, этого я не скажу, конечно. Потому что вы не уверены в этом? Мы не уверены в этом. Ну, для нас это не новость, к сожалению, болеют все возраста. И, к сожалению, для детей раннего возраста источниками могут являться как раз вот их окружение, их семья, их бабушки, дедушки, их родители. Татьяна Михайловна, опять мы видим пустые боксы, но, надо полагать, они не часто так вот пустуют. Да? Нет, у нас идет поступление круглосуточное детей, их матерей. Мы их просто очень быстро прокручиваем, то есть в течение нескольких часов мы их обследуем. Провизорного ковидного госпиталя в детской инфекционной больнице на Окольной улице никогда не было. Но сегодня пока так. Если где-то в одной больнице возвращаются к привычным больным, значит, где-то в другой открывают красные зоны. Это провизор. То есть сюда ребенка с подозрением на ковид привезут в первую очередь, и здесь же мама услышит диагноз. Вот эта мама уже узнала, что тест, увы, положительный. Теперь это новые пациенты ДРКБ. Ну вот мы видим, да, вот сейчас как раз происходит. Семья, мама с ребенком собирается. Сейчас пойдут в ДРКБ, конечно. Да, там подъехала машина скорой помощи, в которой они будут транспортированы. Все эти события происходят не на лучшем фоне, увы. Заболеваемость среди детей только растет. И мы стремительно несемся в сентябрь, в начало нового учебного года, который не сулит ничего хорошего ни детям, ни взрослым. Ковидом нынче болеют целыми семьями, и у нас есть немного возможностей защитить себя. Но они есть. Единственное, что мы можем сейчас, как защитить детей, это только сделать что-то самим. Сделать самим. И, конечно, необходимо помнить, что дети не должны, наверное, посещать массовые какие-то общественные места, то есть торговые центры. Мы, к сожалению, видим такую картину, когда матери маленьких детей в колясках везут в торговые центры, где есть скопление людей, и где количество контактов возрастает, и риск заражения возрастает в разы. Подавляющее большинство, практически все, это непривитые лица. Мы всегда говорим, что вот даже наши сотрудники, кто планирует беременность, что они видят, как болеют беременные женщины, и, естественно, они стараются подстраховаться, заранее привиться и потом уже планировать. Наверное, это взрослое отношение к ситуации, и это ответственность перед своим будущим ребенком. Вот это правильная фраза, да, взрослое отношение, да. Вакцинировать детей мы сейчас не можем. Но в любом случае, когда мы говорим о вакцинации, в первую очередь мы говорим о себе. Если ты можешь контролировать свою жизнь таким способом, ты должен ее контролировать, не должен надеяться на то, что что-то пройдет мимо, оно не пройдет. Это очень страшно, поэтому все-таки, наверное, нужно прививаться, чтобы себя отгородить от тяжелого течения болезней, потому что если ты заболеешь, с твоим ребенком некому будет сидеть. Банально до невозможности, но надо повторять каждый раз. Если в вашей семье есть дети, есть женщина, ждущая ребенка, сделайте прививку, не искушайте судьбу. Ковид – это инфекция, она распространяется по ей одним известным законам. Ковид – это не болезнь слабого иммунитета, как сейчас часто говорят те, кто продает свои взгляды. Если вам предлагают лекарства, какие-то БАДы для укрепления иммунитета, какие-то дефендеры и био что-то, бегите, спасайтесь.
Не убивайте себя доверием к этим инстамошенникам. Не тратьте время, идите к врачам. Нет волшебных таблеток, они для дураков. Есть суровая правда жизни. Никто не знает, как болезнь проявит себя на конкретном человеке. Нет никаких эффективных противовирусных лекарств. Нет никаких других лекарств, кроме тех, что в распоряжении врачей в госпиталях. Да и то, что есть там, лекарствами можно назвать так, с натяжкой. Имейте в виду, ковид до сих пор не лечится. Врачи сделают все возможное. Они будут ежеминутно спасать вас от последствий и от осложнений. Но у них нет снайперов, которые прицельно уничтожат этот вирус. Этих снайперов имеете только вы сами. Это ваши собственные антитела. Если вы не привиты, у вас нет снайперов. Вы безоружны. Они появятся после заражения, но будет поздно. Иногда слишком поздно и слишком часто. Вам нужно иметь их наготове заранее. Это элементарные правила выживания сейчас. Вакцины не проверены, много побочек. Ну, давайте посмотрим. Вот огромный список побочных эффектов. Очень велик. Кровотечение, крапивница, зуд, головные боли, поражение печени, гипертония, нарушение психики, замедление роста у детей, тошнота, недомогание, сердечная аритмия, отек легких, тахикардия, тромбоз, васкулит, судороги, когнитивные расстройства, депрессия, изменение личности и психические расстройства. Я могу продолжать долго, очень долго. Это маленький вот такой фрагмент из побочных действий. Нет, не вакцины, из побочных действий препаратов, которые вы будете получать в госпитале в качестве лечения ковида. Мы не будем их называть, на самом деле они спасение, но есть и вот это все тоже. Найдите в интернете сами инструкцию каким-нибудь антикоагулянтам или гормонам, которыми вас будут лечить непременно. Посмотрите, вот это то, что вы предлагаете себе сейчас взамен и с еще большей вероятностью. Ковид, скорее всего, коснется каждого из нас. Не надо жить в мире иллюзий. И если коснется, ваши взгляды вам никак не помогут. Вы окажетесь перед суровой реальностью один на один. Коснется каждого, взгляды придется пересмотреть. Я не врач, но поверьте мне, я был в красных зонах 35 раз. Я видел, там нет отрицания, там рождаются новые люди. Они выходят оттуда, если выходят, другими. Достаточно выбить основание, дескать, нас пугают, а ничего нет. И все. И рушится весь домик подозрений и отравленных теорий. И еще кое-что. Очень многие люди, вышедшие из госпиталя, считающие, что излечились окончательно, очень скоро узнают, возможно, главное. Это постковид, постковидный синдром. Осложнения, вызванные инфекцией, могут длиться от 3 до 6 месяцев. Могут и больше. У нас просто еще не было времени, чтобы в этом убедиться. Вот пошло такое, это я встала, у меня в туалет, и все поплыло. Чуть не упала. Легла, полежала, смотрю, опять вот так кружится. Светлана Фурутина после перенесенного ковида вновь на больничной койке. Из инфекционного отделения попала в неврологическое. Анализы, казалось бы, все в норме, только вот в мышцах слабость, в голове туман, спать не дает бессонница и разные лезут мысли. Постковидный период оказался гораздо длиннее и тяжелее, чем сама болезнь. Вот вы знаете, какая-то депрессия, все близко к сердцу очень воспринимаешь. То есть я раньше не была такой, но я была эмоциональна, так не переживала по каждому пустяку. То есть ковид, он все-таки на нервную систему влияет. И слабость, то есть такой силы энергии нет. То есть я уже выписалась вроде бы из больницы, но вот этого ощущения полноценной жизни еще сразу не приходит. Депрессия, чувство страха и беспокойства. У этого состояния, когда ничего вокруг не радует и не приносит удовольствия, теперь есть даже официальный медицинский термин – постковидный синдром. И то, что вирус может поселиться в голове, совсем уже не шутки. Забываю все.
все подряд забываю. То есть до ковида такого не наблюдалось у вас, Ну да? нет, не было. Вроде все помнила. Вот это замкнутое пространство, плюс вот эти все побочки, как бы, да, они давили на психику, да, именно так и было. Такие вот нетипичные истории нетипичного вируса. По словам врачей, все эти нарушения психической деятельности после перенесенного заболевания вполне объяснимы. Ведь вирус воздействует на самые разные участки человеческого организма. Общее самочувствие, могут возникнуть психоэмоциональные проблемы, осложнения в сердечно-сосудистой и дыхательной системах, нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, а также неврологические нарушения и многое-многое другое. Симптомов, конечно, много, и все они разные. Но после перенесенного заболевания у многих пациентов врачи отмечают очень схожие жалобы. Практически 90% пациентов нуждаются в психологической помощи. Что это за жалобы? Это жалоба общего плана, то есть пациенты к нам предъявляют жалобу при поступлении. Это на общую слабость, повышенную утомляемость, снижение памяти, концентрации внимания, также нарушение сна и общее состояние нестабильности психоэмоциональной. То есть это тревожность, раздражительность, плаксивость. Это 90% из числа обратившихся за медицинской реабилитацией. Есть и другая, не менее тревожная статистика. Каждый третий, переболевший коронавирусом, нуждается в психологической помощи. Однако, по словам психологов, постковидный синдром для многих пациентов – это словно скелет в шкафу. Не все готовы говорить о психологических проблемах и психических расстройствах. А это, по мнению врачей, только усугубляет внутреннее состояние больного. Здесь вот чисто, наверное, не показаться тем человеком, у которого есть психологические проблемы, и чтобы он где-то не стоял там на учете, и кто-то что-то не знал, что у него что-то не так с головой. Вот это, наверное, вот такой вот небольшой страх того, что он может быть потом каким-то необычным человеком. Но это на самом деле не имеет никакого под собой основания. Да? Мы с вами прекрасно об этом знаем. Вот посмотрите, такая нехочуха в вас поселяется, нет никакой мотивации. Дальше что будет? Не хочу идти на работу. Все раздражает. Следующая стадия будет все бесит. Да, мы так говорим. Агрессия появляется повышенная. Потом начинается злость. Во время злости что делает человек среднестатистический? Он кричит, он возмущается. Да? Потом пойдет ярость, потом пойдет гнев, а потом пойдет насилие. Медицинская реабилитация после ковида сегодня – это не просто комплекс лечебных процедур. В Татарстане в реабилитацию после коронавирусной инфекции была включена и помощь психологов. На базе поликлиник и отделений медицинской реабилитации городов и районов была организована психологическая и терапевтическая помощь пациентам, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию. За 10 дней можно увидеть динамику. То есть каким человек был, когда пришел? Да. Подавленный, да? Подавленный, с одышкой, кашель, слабость, не может выполнять привычную физическую нагрузку, отсутствие настроения. Принять лекарства. У всех ухудшается практически память. И на фоне нашего лечения, реабилитационных мероприятий, все пациенты отмечают положительную динамику. Психологи советуют выбираться подальше от города, от шума, суеты, ближе к спокойствию, в лоно природы. Конечно, отдых в санаториях и профилакториях по возможности это один из оптимальных вариантов. Они тоже держат руку на пульсе. С начала эпидемии некоторые учреждения для профилактики и лечения последствий коронавируса уже закупили оборудование и набрали в штат психологов. Мы стараемся вспоминать, что было тогда, в прошлом, какие-то приятные моменты. И либо мы, наоборот, направляем на то, что помечтать, о чем можно помечтать, какие-то цели поставить, представить что-то, рождение ребенка, будущую свадьбу, внуков. То есть стараемся именно найти что-то положительное, за что можно зацепиться и в будущем. Что делает весь Восток? Мы работали с индийскими врачами, с иракскими, иранскими, и так дальше. Да, вот вообще весь Восток, арабы особенно. Они медитируют, они рисуют, они занимаются телом. Тело должно быть расслаблено, поэтому бассейны, души, всевозможные плавания, какие хотите обертывания, масло каким терапии, массажи какие хотите, их сейчас всяких миллион, да? Дайте телу, раз мы напряжены,
То, что надо, расслабиться. Берегите себя, если, как говорится, еще не переболели, наверное, все-таки вакцинироваться, потому что, другого ничего нет. А болезнь коварная, очень агрессивная. Лучше себя поберечь. Изира Юзаева, Роман Безменов и Андрей Мохов. 7 дней. Мы сегодня почти не говорили об обязательной вакцинации. Многие, может быть, ждали, что мы как-то особенно будем на этом настаивать. Нет, речь не об этом. Мое личное мнение, да, в некоторых сферах она должна быть обязательной. В некоторых сферах людям нельзя давать право выбора. Но это не общее мнение нашего коллектива. У нас, как в обществе, разные мнения. Но обязательная вакцинация – это не нарушение прав человека, это правило общежития. И мне очень не нравится, когда ее называют принудительной. У нас вот на нашем канале есть множество программ на татарском языке. Чтобы устроиться на работу туда, нужно знать татарский язык. Знание языка – обязательное условие при приеме на работу. Но не принудительное. Я работаю на ТНВ уже 16 лет, и никто не принуждает меня к изучению языка. Если я захочу пойти в президенты или вести ток-шоу на татарском языке, обязательным условием будет знание языка. Поэтому я вряд ли пойду в президенты или в другие редакции. Но никто не принуждает кандидатов в президенты изучать язык. А сегодня нормой нахождения в обществе обязательным условием должно стать научное мировоззрение и иммунопрофилактика. Самые развитые общества – это общество с правилами общежития. Посмотрите на то, что происходит в России. Это не общество, не народ. Мы слишком подозрительны, невежественны и эгоистичны. В наших организмах распускаются новые штаммы, и в наших головах цветут самые дикие теории. Мы отталкивающе безграмотны и чудовищно доверчивы ко лжи. Множество раз мы говорили и повторяем снова. Медийные, бытовые и научные источники – это не просто две разные вещи. Это два разных мира, которые не пересекаются даже. Люди не имеют доступа к науке, они не знают, что это, не знают, где это взять. Все, что мы слушаем, смотрим, читаем – это лишь субъективные интерпретации с претензией на то, что именно вот эта точка зрения самая прогрессивная, самая обоснованная, наиболее ясная, понятная, все объясняющая разом и, конечно, несущая избавление от всех напастей. Если бы это было так. Чаще всего это просто очередное мракобесие, ложные представления, трагические заблуждения. Но мы любим верить тем, кто рядом. Мы не знаем ученых, не знаем врачей, не знаем разработчиков вакцин. Мы подозреваем, что с ними что-то не так. И мнение знакомой медсестры для нас важнее тысячи экспертных мнений. Потому что там чужие, а тут свои. Свои же не обманут, правда? Зачем нам факты и научные исследования, если двоюродный брат мужа сестры наших знакомых говорит совсем другое? Статистически это не значит ровным счетом ничего. Но мы всюду видим лишь подтверждение худшим своим опасениям. И без труда находим их. Если кто-то предлагает вам объяснение легкое и простое, бегите. Бегите, сломя голову. Хватит слушать знакомых. Доверяйте только врачам. И только врачам необходимого профиля. Рядом с каждым врачом или медиком, который искренне сейчас выступает против вакцин, лежит все та же гора глупости, которая лежит перед вами. Сегодня нужно слишком много знать, чтобы не просто рассуждать о предмете, а делать правильные выводы. Вопрос, кому верить, это главный вопрос сейчас в вашей жизни. Ковид не уйдет. В третий раз закинул он невод. И вновь вышел невод с невежеством нашим. До свидания. Здравствуйте! В ближайшие 7 дней погода сбавит обороты. Татарстанцы наконец смогут насладиться комфортной температурой, ведь практически она будет близка к норме. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в понедельник температура воздуха плюс 27, во вторник на пару градусов станет ниже. И такая погода продержится всю неделю. Расстраивает, что осадки по-прежнему не ожидается.
На северо-востоке Татарстана солнечный и жаркий антициклон сбавит обороты, пропуская холодные воздушные массы. Если в понедельник плюс 29, то во вторник уже плюс 24. На выходных около 25 тепла. В центральных районах щедрый на зной август наконец установит вполне комфортную погоду. Жители смогут отдохнуть от жары и насладиться в полной мере завершающей неделей уходящего лета. На юго-западе республики все бы хорошо. Температура понизилась, дышать стало легче, но не хватает влаги, дождей. И в ближайшие 7 дней вероятность осадков будет минимальной. На северо-западе и в Казани переменная облачность. Температуры всю неделю будут держаться на отметке 25 градусов. По наблюдениям синоптиков, август этого года стал одним из самых жарких за последние 120 лет. Ждем осень. До свидания.